Спорт – возможный источник самосовершенствования для каждого человека. Эта фраза принадлежит инициатору организации современных Олимпийских игр Пьеру де Кубертену. Это программа «Спортивная среда» на ТНВ. Смотрите сегодня в выпуске. Волейбольный «Зенит» стал первым в регулярном чемпионате России по волейболу. В плей-офф казанская команда победно дошла до финала. Сегодня с нами по видеосвязи из Баку президент спортивного клуба «Синтез» Зенуров Ирик Хайдарович. В Республиканской спортивной школе по конному спорту в Казани проходит этап первенства Республики Татарстан. Главными этапами стали конкур и выездка. В нашем еженедельном обзоре мы увидим то, что не стало частью программы. Но эти спортивные события мы не оставили без внимания. Волейбольный клуб «Зенит» Казань в этом сезоне уверенно финишировал на первом месте в регулярном чемпионате. В играх на выбывание команда Алексея Вербова также уверенно прошла 2 раунда. Каким будет финал чемпионата России для наших волейболистов, смотрите далее. Дождались! Наконец, самая интересная часть сезона для казанского «Зенита» стартовала. Плей-офф. Время интриг и драматичных развязок. Но в случае с казанской командой здесь все без сюрпризов. Конечно, плей-офф — это другой настрой, другое состояние. Мы все-таки к нему готовились. И я глобально доволен, то есть тем, как мы провели эти 2 матча. Перепады всегда случаются, но важно, что мы из этих перепадов и тогда, когда мы были там внизу, мы смогли там выйти сухими из воды и высоко держа гол. Благодаря первому месту зенитовцы вышли сразу в четвертьфинал. Там их поджидал Енисей, который в 1/8 обошел Шахтер. Команда Алексея Вербова никаких проблем не испытала. 3-1 в Казани и 3-0 в Красноярске. 2-0 в серии. Единственная пара в 1/4, где обошлось без третьего матча. У меня Красноярск «Факел» на данный момент, то есть такие неприятные сюрпризы могут преподнести, как в моей голове так было, даже, наверное, больше, чем Питер. Я думал, что «Динамо» все-таки имеет какое-то преимущество, тоже ментальное над ними, что мы увидели вчера. Так что очень рад, что смогли перебороть. Вторая партия была, наверное, такой ключевой, для того, чтобы вернуться в игру. В полуфинале казанцы встретились с «Факелом» из Нового Уренгоя. Совсем неожиданный соперник, учитывая, с кем играл «Факел» в прошлом раунде. Сенсационно был обыгран «Локомотив», но с действующим чемпионом команда «Открытие» не справилась. Вообще, в целом, классная игра была, за исключением, наверное, начального отрезка, в первой партии, где мы чуть-чуть вкатывались, чувствовали себя некомфортно, наверное. Но, опять же, из-за того, что не было игрового тонуса, но потом нашли свою игру и классно играли, все 3 сета, не теряли концентрацию, все получалось. Что говорить о борьбе, когда «Факел» за 3 игры не смог взять ни одного сета? 3-0 по матчам и по всем партиям. «Зенит» Казань – финалист Суперлиги. То же самое я сказал ребятам, это 2-й шаг, но это не последний шаг. У нас еще этих шагов предстоит много и много, поэтому мы идем дальше, доволен вниманием, доволен качеством, мало ошибок, все очень аккуратно. Итак, финал. В соперниках московская «Динамо». В сезоне 2 коллектива между собой встречались 2 раза в регулярке. 1 раз в финале Кубка России, Кубка Столетия и Суперкубки. Так что команды отлично друг друга знают и без сомнений покажут волейбол высочайшего класса. Стоит отметить, что и женская казанская команда «Динамо Акбарс» также играет в финале против «Локомотива» из Калининграда. И при удачном стечении обстоятельств в Казани будут 2 волейбольных чемпиона. Такие случаи – настоящая редкость, а для этого нам всем нужно поддержать наших спортсменов в центре волейбола. Ирик Хайдарович, добрый день. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. «Синтез» вновь в финале. И вновь в соперниках принципиальный «Спартак». Есть первые победы. Какие прогнозы на 2-й матч и есть ли какие-то трудности у команды? Добрый день. Прогнозы какие на 2-й матч? Все, наверное, ждут, как руководство, так и болельщики, так и казанцы, все татарстанцы, только победы в этом матче. Трудности могут быть только сами себе команды поставить. Поэтому, если будут делать то, что они умеют, то они достигнут нужный нам результат. Если они сами себе трудности создадут, тогда это будет уже проблематично. Если говорить про воспитанников,
Как обстоят дела с молодежью? Есть ли у нас какие-то подрастающее поколение, которые потенциально могут привнести какие-то интересные моменты в команду? Но наша школа одна из лучших школ в России, и это каждый год доказывает первенство России по различным возрастам, так как наша команда, сборная Татарстана, является все время фаворитом. Поэтому звездочки хотим мы, чтобы они играли в нашей команде. Мы все это для этого делаем. Для этого существует у нас молодежная команда, где они могут набраться опыта и потом уже показывать в первой команде. Но они должны заслужить это место. То есть сейчас наша команда состоит в основном из наших же воспитанников, правильно? Ну, такую задачу мы уже давно себе поставили. Это еще, наверное, где-то в 2007 году, когда стали заниматься школой своей, чтобы наша команда как минимум процентов на 70 состояла из воспитанников Казанской школы. Сейчас этот результат есть, и можно дальше идти, работать. И также будут время от времени попадать наши воспитанники в первый состав. Пройдя как молодежную команду, также они могут и поиграть в других командах, и опять потом вернуться в родной Синтез. Ирик Хайдарович, не секрет, что в команде ваш сын Эмиль. Расскажите, пожалуйста, передали ли вы ему какие-то секреты успехов, какие-то советы? Для меня все игроки, кто находится в команде, они равны. Будь то сын, будь то другой игрок. Поэтому все, что я умел, все, что я знал, я каждому из них передавал. Про него я могу сказать, хотел бы ему пожелать, во-первых, чтобы он снял с себя груз ответственности фамилии Зинуров. Тогда у него все получится. Это чувствуется, что вы очень тепло относитесь к команде. Ирик Хайдарович, а не тяжело ли следить за успехами команды, за достижениями, процессом, находясь в Баку? С одной стороны, даже, знаете, это плюсы. Нервы покрепче будут. Потому что иногда, когда смотрю на игру, слишком, знаете, принимаю близко к сердцу, и нервишки начинают шалить. А когда далеко, спокойнее можно с холодной головой посмотреть, оценить и подставить какие-то оценки. Как команде, как игрокам, ну и так и тренерскому составу. Давайте прервемся. У нас есть интересный сюжет с тренировки «Коссинтез». Бравые, широкоплечие мужчины, берущие все в свои руки и несущие за собой великие победы. Именно так можно описать спортсменов, занимающихся водным поло. История этого эпичного вида спорта исходит корнями еще со второй половины 19 века, а сейчас это один из любимых видов соревнований на воде в рамках летних Олимпийских игр. Когда в Казани речь заходит про водное поло, поневоле в голове всплывает ватерпольный мужской клуб «Синтез». За целых 50 лет существования клуба команда 4 раз становилась чемпионом и многократным серебряным и бронзовым призером чемпионата России. Так, задача только чемпионства, только кубок. На следующий сезон задачи тоже будут такие же. Так что, а по предстоящему финалу мы уже много лет играем с Волгоградом в финале. Это принципиальный наш соперник. Игры будут очень интересные. В сезоне мы 2 выиграли, 2 проиграли. То есть шансы, я считаю, 50 на 50. Но верю в нашу команду, верю в победу. В этом году клуб как никогда близок к очередному чемпионству. Как мастера спорта, так и кандидаты практически не заметили в полуфинале чемпионата России «Динамо Эсшиор», обыграв их в гостевой встрече со счетом 9-6, оформив в 3-й раз за последние 4 года золотую путевку в финал. Защита во главе с вратарем Игорем Чирковым сработала как слаженный механизм, а Николай Лазарев, записавший в свою копилку хит-трик, практически на белом коне повел
повел своих бравых товарищей в победоносный поход. Ну, я, наверное, отмечал и в первой игре после игры, что мы до конца старались, хотя мы и проигрывали за 1,5 минуты до конца, но на поле была команда, старались сравнять, догнать. Это что касается первой игры. А сейчас с первой до последней минуты мы играли одной командой, друга поддерживали, здорово реализовывали свои моменты. Еще раз повторюсь, до конца играли, не сломя голову, никуда не плыли. Выдержаны до конца и здорово играли в обороне, помогали друг другу, подсказывали. Несмотря на всю романтику побед, в Интерпол жесткая контактная игра. Изнурительные тренировки, где нет места никаким нежностям, где основным принципом является то, что игроки не могут трогать мяч двумя руками. Владение мячом осуществляется одной рукой, что вносит в данный вид спорта еще больше сложностей по ведению игры. Характерные травмы для ватерполистов, ушибы, раны, растяжения и даже переломы. Это достаточно немаленький след по пути за большими победами. Много борьбы, постоянные столкновения индивидуальные, особенно у центральных защитников и центральных нападающих идет самая острая борьба. Мы, как ярые фанаты спортивных побед в Татарстане, надеемся, что ватерпольный «Синтез» возьмет 5-е чемпионство в истории клуба, вновь прославив не только республику, но и всю команду. Ведь прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. Мы продолжаем нашу программу и напомним, сегодня у нас интересный гость, президент спортивного клуба «Синтез» Ирик Хайдарович Зинуров. Ирик Хайдарович, складывается впечатление, что не хватает конкуренции в лиге. Как в таком случае найти мотивацию? Вы правы. На самом деле в какой-то момент игроки думают, ну ладно, хорошо, чемпионат России мы регулярно проведем, а вот в финалах что-то начнем играть. И это сказывается негативно на качестве их самих игры. Но в этом году уже показали другие команды, что они могут показывать зубы, и не просто зубы, но и обыгрывать «Синтез», и не только «Синтез», и тот же «Волгоград». И в этом году хорошую игру показывал астраханская «Динамо», также и в прошлом году, который был бронзовым призером, это Москва, ну и Санкт-Петербург. Поэтому в этом году «Синтез» потерпел несколько больных, скажем так, поражений. Надеюсь, что для них это будет, опять же, уроком, потому что осталось чуть-чуть. Сейчас закончится чемпионат России, потом сразу же начнется буквально Кубок России. Ну, работа над ошибками ведется, это видно, это здорово. Ирик Хайдарович, расскажите, пожалуйста, спортивный клуб «Синтез» — это ведь не только водное поло. Какие еще направления у вас развиваются? Спасибо, во-первых, всем нашему руководству клуба, спонсорам клуба, что в свое время поддержали инициативу, что клуб не только водного пола должен быть, но и водных видов спорта. На данный момент поэтому у нас есть как пловцы, так и прыгуны в воду. И они показывают великолепные результаты. Недавно наш пловец стал чемпионом России в эстафете. Прыгуны наши стабильно показывают высокие результаты. Поэтому не за горами, я так думаю, что нужно уже синхронное плавание, может быть, открывать. А какое место Татарстан занимает по водным видам спорта в России? По водным видам спорта России Татарстан лидирует. Об этом говорит даже количество бассейнов, которые находятся в Казани, в Татарстане. Это наследие, которое в свое время толчок такой своеобразный дала универсиада. Сейчас все поддерживают, и у нас не останавливается появление новых бассейнов. Поэтому в этой сфере мы, наверное, все-таки впереди. Даже Москвы и Санкт-Петербурга. Ну и сейчас же не так давно премия прошла, всероссийская. И на этой премии как раз Татарстан-то все и выиграл. Да, недавно только вновь стали спортивным регионом России. Это, на самом деле, очень здорово, это престижно, поддерживать и держать уровень.
Ирик Хайдарович, а если говорить о вас, вы призер Олимпийских игр. А как сейчас? Сейчас вы уделяете время спорту, вы занимаетесь сами, может быть, также продолжаете играть там водное поло, может быть, как вы поддерживаете свою физическую форму? Я продолжаю ходить в бассейн, хотя многие ватерполисты, когда заканчивают, не могут видеть уже воду, не могут в нее зайти, но я знаю, я без воды ни туды и ни сюды, как в старой песне поется. Поэтому я стараюсь постоянно приходить на тренировки к ветеранам. Здесь великолепные ребята, которые играли раньше в водное поло, которые сейчас тренируют детей. Здесь проводятся ветеранские игры. Летом, в прошлом году, ветеранский турнир великолепный был, в котором участвовали и ветераны из России. В этом году тоже опять будет этим летом турнир. Так что милости просим, приглашают азербайджанцы на этот турнир. Ирик Хайдарович, спасибо, что нашли в своем плотном графике время. Мы желаем вам успехов, вам и вашему спортивному клубу «Синтез», новых достижений и побед. Спасибо большое, спасибо. Убегает на рандеву с голкипером. Чем завершится эта атака? 1-0 в Альметьевске. Артур Бровкин открывает счет. Шикарно убежал на своих двух прямых и, соответственно, оторвался от опекуна. Вышел 1 на 1 и поразил ворота. Прошло достаточно времени после завершения сезона Акбарсы и нефтехимиков КХЛ. Но была еще одна команда, которая представляла нашу республику в этом хоккейном сезоне – Альметьевский нефтяник. 9-е место в регулярном чемпионате, и мало кто верил, что команда Артема Анисимова вдруг покажет себя в играх на вылет. Вопреки всем прогнозам, нефтяник шел к своей цели. Это не регулярный чемпионат, здесь каждый матч играется отдельно. Каждая команда готовилась отдельно к этому матчу, тактически, психологически, функционально. Ошеломительной стала сухая победа 4-0 в первом раунде против «Динамо» Санкт-Петербург. Сразу же на очереди «Зауралье». Команда, занявшая 3-е место в регулярке, несомненно была фаворитом. Но у альметьевцев было другое мнение на этот счет. Первый матч остался за «Зауральем». Затем 3 победы нефтяника. И команда в шаге от полуфинала. Но все-таки еще одну игру Курган зацепил. И на этом все. 4-2. Полуфинал. Настоящее волейбольное зрелище устроили татарстанцы с тюменским Рубином. Команды поочередно меняли лидерство в серии. Результаты были абсолютно разные. От 3-7 до 1-0. Ворота пустые, там Быков параллельным курсом. Котелевский бросает сам. 3-0 в Альметьевске. Нефтяник сравнивает счет в серии. 31 секунда осталась. Дефицит 3. Пропущенные шайбы тюменцам уже не отыграть. Дошло до 7-го матча. В нем, как и полагается, решился исход в 1 шайбу. Помог дубль Емеца. 3-2. Нефтяник в финале. Игра покажет, успели мы или нет, но я думаю, мы приложим все усилия, чтобы восстановить ребят, подготовить уже к финалу. Болельщики нефтяника от финальной серии ждали равной борьбы, не хуже, чем в полуфинале. Но альметьевцы по ходу плей-офф только набирали ход, а самый пик мы увидели как раз в главной серии. Кто бы мог подумать, обойдя всех конкурентов, по сути являясь аутсайдером, нефтяник абсолютно без шансов для тульского хоккейного клуба Академии Михайлова заберет подряд все 4 матча. Там уже Данила Гизатуллин, великолепная скорость, скидка налево напрашивается, бросок, и это золотой гол Артура Бровкина! Нефтяник чемпион, обладатель Кубка Владимира Петрова сезона 23-24. Фантастика! Лучшим игроком всего плей-офф стал вратарь Артур Ахтямов. Вот его самые настоящие эмоции. Они это заслужили своей самоотдачей, желанием и характером. Альметьевск, а вместе с ним и весь Татарстан ликует. Вдвойне приятнее, что большая часть игроков это как раз выходцы из нашей республики. И сегодня они чемпионы. В чемпионате и первенстве Республики Татарстан, который стартовал в Казани по конкуру и выездке, участие принимают спортсмены со всех уголков нашего края. На сегодняшний день в Олимпийских играх конный спорт представляют 3 дисциплины. Это выездка, конкур и троеборье. В республиканском первенстве команды будут представлены в конкуре и выездке. На базе Республиканской спортивной школы по конному спорту стартовал чемпионат и первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке. Соревнования начались с торжественного парада.
В чемпионате принимают участие 120 спортсменов. Спортсмены приехали не только из уголков Татарстана, но и из Ульяновской, Самарской, Саратовской областей и Республики Коми. По результатам чемпионата участников отберут на следующий этап соревнований. Если наши дети хорошо выступят на чемпионате, то у нас есть шанс поучаствовать в 12-летней спартакиаде, которая проходит в Тверской области. Наши спортсмены являются чемпионами и призерами чемпионатов, первенств, кубков Республики Татарстан. Также они являются победителями и призерами всероссийских и международных турниров. Наша детская команда, сборная по детям, в прошлом году стала абсолютным чемпионом. В нашей школе насчитывается большое количество сборников Республики Татарстан, как по конкуру, так и по выездке. Конный спорт считают одним из старейших видов Олимпийских игр. Еще в 680 году до нашей эры гонки на колесницах были включены в программу соревнований, а позднее к ним добавились скачки на лошадях. Сегодня на Олимпийских играх конный спорт представляют 3 дисциплины – выездка, конкур и троеборье. Один из самых захватывающих видов спорта, конечно же, конкур. На маршруте расставлены барьеры разной высоты – от 80 сантиметров до 2 метров, а задача всадника и лошади – как можно быстрее и чище преодолеть их. Выездка же, напротив, более элегантный вид спорта. Здесь обращают внимание на плавность и отточенность движений. Без управления лошадью невозможно идти по маршруту с препятствиями. У нас на конкуре по продвижению маршрута есть определенные повороты, движения, где-то лошадь надо сократить, где-то двинуть вперед. И вот только с помощью выезженности лошади можно элементарно нормально пройти. Потому что в конкуре основное это подход к барьеру. Вот именно подход к барьеру зависит от выезженности лошади. В республиканской спортивной школе по конному спорту дети тренируются с 9 лет. Первый год они учатся базовым командам и верховной езде. Дальше же юные спортсмены выбирают направление, в котором будут развиваться. Анастасия Махиненко почти 4 года занимается конкуром, а в копилке у нее уже больше 20 первых мест. По ее словам, несмотря на юный возраст, всадник обязательно должен быть смелым. Первое, самое главное, не должно быть страха. Второе, это не бояться лошадей. Третье, это, наверное, не бояться своих высот, когда ты прыгаешь. Вот когда ты прыгаешь, начинаешь выше идти. Если начинаешь бояться, то есть тебе дальше никак не пойти. Я вот когда в выездку еду, нет такого адреналина. А когда ешь конкур, у тебя все, зашкаливает адреналин. Насколько конный спорт красив, настолько он и опасен. В конкуре лошадь способна перепрыгнуть барьер выше человеческого роста. Естественно, за такими результатами стоят годы упорных тренировок. А в упорстве нашим спортсменам можно только позавидовать. Эфир спортивной среды продолжится еженедельным обзором ярких спортивных событий, которые мы не могли пропустить. Татарстан является лидером во многих сферах, в том числе и спортивных. Не так давно прошла премия Sport Business Awards, где наша всеми любимая республика была признана лучшим спортивным регионом России. Министру спорта республики Владимиру Леонову посчастливилось побывать на месте событий. Ему и была вручена данная награда. Наши люди гремят везде. Европейский теннисный корт будоражит умы миллионов фанатов тенниса. Вероника Кудерметова вновь напомнила о своей персоне громогласно, выиграв грунтовый турнир в Штутгарте. Но не одна, а в паре с теннисисткой из Тайваня Чань Хао Чин, где в финале был обыгран норвежско-эстонский дуэт Эйкери Нил со счетом 4-6, 6-3 и 10-2. Что примечательно, титул стал 8-м для Вероники в парном разряде. Казань на карте спортивной жизни республики пока не теряет своего зеленого оттенка. Баскетбольный Уникс после ошеломительной победы в прошлом сезоне и долгожданном чемпионстве в плей-офф не собирается терять голову. Первое место в регулярке и большая заявка на победу в единой лиге и в этом сезоне. Велимир Пирасович, Нинат Дмитриевич, Луи Лабери, Джалин Рейнольдс. Этот костяк игроков под руководством хорватского специалиста творит историю прямо на глазах болельщиков Уникса. И нет сомнений в величии клуба, когда за него играют баскетболисты
такого калибра. Четвертьфинал уже начался, а это значит только одно, что все победы еще впереди. Но и на футбольной арене наши люди не грустят и не тоскуют. Рубин после повышения, а именно победы во второй по силе Лиги России, потихоньку выбирается из кризиса. В этом сезоне рубиновые занимают 9-е место в чемпионате, имея в своем активе 9 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Последняя игра состоялась с московским «Локомотивом». Ничья 1-1. В следующем туре Рубин встретится с лидером чемпионата – «Зенитом» из Санкт-Петербурга. В случае победы казанцы вплотную приблизятся к лидерам чемпионата. Такое положение дел, безусловно, не может не радовать. Спортивные события республики и прошедших 7 дней уже в истории. Занимайтесь спортом и смотрите нас на следующей неделе. Всем пока!